Эфир телеканала продолжает брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Какова на сегодня эпидобстановка в Якутии? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной и характеризуется 99 новыми случаями новой коронавирусной инфекции. В Якутске зарегистрировано 51 случай. К сожалению, увеличиваются случаи в Алданском и Ленском районе до 5 случаев. 4 случая зарегистрировано в Верхневилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском и Лусов. По 3 случая в Жиганском, Усть-Алданском, Хангаласском, по 2 случая в Ангинском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском, Чурапчинском и Ведобыт-Антайском, по 1 случаю в Верхнеколымском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Татинском и Лусе. Расширение географии и распространение новой коронавирусной инфекции, оно, безусловно, связано с тем, что мы с вами вместе передвигаемся по республике в летний период и, прежде всего, конечно же, посещая своих родственников. Те меры, которые сегодня делаются и осуществляются органами местного самоуправления, оперативными штабами по отслеживанию передвижения населения и прибытия, позволяют нам не допускать больших очагов в муниципальных образованиях. Тем не менее, хотим обратить внимание на то, чтобы правила соблюдались более четко и понятно. Соответственно, это позволит нам всем избежать тех потерь, которые у нас, соответственно, осуществляются и имеют место у наших больных новой коронавирусной инфекцией. За сутки было проведено 1372 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Вообще, в целом, уже с начала марта 2020 года в республике обработано 1 199 379 тестов. Необходимо обратить внимание на то, что в случае, если на тесте оказывается соответствующий штамм неизвестного характера, то, соответственно, мы направляем его в лабораторию Новосибирска «Вектор» для определения вида штамма. Сегодня на территории республики циркулирует ряд различных видов иностранных штаммов. На 5.07.2021 года в республику поступило 268 037 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили 216 127 человек. Необходимо обратить внимание на то, что вакцинальные пункты на территории республики продолжают работать и, соответственно, в полном объеме должно осуществиться вакцинирование в целях того, чтобы не допускать распространения инфекции. К сожалению, за неделю увеличилось количество по сравнению с прошлой неделей, как количество тяжелых больных, так и летальных случаев на территории нашей республики. Остановить летальные случаи мы можем только вместе, если осуществим соответствующую вакцинацию. На настоящий момент в Республике Саха-Якутия достаточно вакцины для того, чтобы всем вместе разрешить сегодня ситуацию, которая связана с распространением данной инфекции. Приглашаем всех на вакцинальные участки и обращаем ваше внимание на то, что, исходя из постановления санитарного врача от 19 мая 2021 года, установлено правило, по которому работодатели обязаны обеспечить иммунизацию работающих граждан, за исключением тех, у которых есть соответствующие медотводы, в связи с чем в ряде учреждений и организаций приняты меры, в том числе и организационного характера. Так, с сегодняшнего дня посещение занятых помещений органами государственной власти на территории Республики Саха-Якутия в городе Якутске осуществляется лишь только вакцинированным гражданам при предъявлении QR-кода и, соответственно, если есть медотвод или поставлена одна вакцина при наличии свежего ПЦР-теста. ПЦР-тест является свежим, если он взят в течение 3 последних суток. Спасибо за внимание. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы переходим к другим новостям.
Продолжается борьба с лесными пожарами на территории Якутии. Наиболее сложная обстановка в горном районе. Высокий рост производства молока отмечен в республике. Многообразие кухонь, современный дизайн. В Алекминске открыли Центр национальных блюд. На борьбу с лесными пожарами в Горный Улус сегодня вылетел самолет-зондировщик. Там сейчас проводится работа по тушению 13 точек возгорания. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников по поручению главы региона Айсена Николаева выехал в горный район, где на сегодня наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка. В социальных сетях Садовников рассказал о принимаемых действиях вблизи села Кюрюэлях. Как он отметил, на момент прибытия пожар находился в 1,5 километрах от населенного пункта. На месте проводится работа с администрацией района и поселка. Пожарным на местах оказана помощь. Выехали 17 сотрудников МЧС России, 19 работников Сахатранснефтегаза, 15 представителей Якутлесресурса. Вывезен большой трактор для увеличения минерализированной полосы. 3 единицы водовозной техники Саха-спецтранса. На месте также работают 3 пожарные машины. Всего на территории Якутии тушат 91 лесной пожар в 20 районах республики и Якутске. Общая площадь, пройденная огнем, более 294 гектаров. На тушении задействовано 2698 человек и 307 единиц техники. С начала суток ликвидировано 75 пожаров на общей площади более 89 гектаров. Из них 8 пожаров на территории 6 районов, по которым принимались меры по тушению. 67 пожаров в зоне контроля. Напоминаем, что с 1 июля введено ограничение пребывания граждан в лесах и въездах в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Из-за лесных пожаров загрязняющие вещества в воздухе превышают предельно допустимую концентрацию в Якутске. Так, пробы атмосферного воздуха по взвешенным частицам составили 0,53 миллиграмма на кубический метр. Разрешено движение по трассе Колыма на участке от 293 километра до 406 Якутск-Магадан. Напомню, ограничение действовало с 4 июля с 15 часов 5 минут из-за лесного пожара. Движение открыто для всех видов транспорта. Более 20 тысяч тонн молока заготовили сельхозпроизводители региона, что составляет 35% от общего плана. Сейчас работает 35 заготовительных организаций. Несмотря на засушливую погоду и низкий травостой, многие хозяйства перевыполнили плановые месячные объемы. Например, пригородные хозяйства Якутска заготовили более 1000 тонн. Это лучший показатель на сегодняшний день. На вторую планку вышел Сунтарский улус, который заготовил 40% от общего плана. Тройку лидеров замыкают фермеры Верхоянского района. На переработку продукции животноводства по муниципальным районам предусмотрена субвенция в размере 2 миллиарда 862 миллиона рублей. Фактически муниципальным районам перечислено 1 миллиард 928 миллионов рублей, или составляет 67,4%. В июле мы планируем направить еще один остаток 647 миллионов рублей, это довести до 90%. Объекты переработки ежегодно оснащаются, предоставляются грантовые поддержки на развитие материальных и технических базы. В этом году грантовые поддержки приняли более 30 хозяйств. В Москве с 95-летним юбилеем поздравили ветерана войны генерал-майора Первенцева Евгения Ивановича. В 60-е годы он приехал в Якутию и стоял у истоков развития промышленности республики. Он руководил органами госбезопасности, был депутатом Верховного Совета СССР и занимался внешнеэкономическими вопросами целой страны. Как прошли торжества, узнаем из материала Анастасии Литвиненко. Первенцев Евгений Иванович принимал активное участие в обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны. С середины 20 века он начал работу в органах безопасности. В Якутию Евгений Иванович приехал в 1964 году, чтобы вступить в должность председателя КГБ ЯССР. Это было знаковое и переломное время для нашей республики. Евгений Иванович определил вектор развития экономики и помог в начальном развитии алмазной и золотодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, в строительстве Вилюйской ГЭС. Комитет безопасности обеспечивал
все те решения хозяйственных государственных вопросов с точки зрения защиты интересов, пресечения устремлений спецслужб к развивающейся отраслям промышленности. Это, я считаю, что одно из важнейших. Нам удалось не допустить утечки важных государственных секретов, которые бы донесли интерес нашему государству. Результаты работы Евгения Ивановича позволили создать крепкий фундамент для республики. Благодаря этому в настоящее время можно говорить об активном росте многих отраслей, в частности, горнодобывающей промышленности. Я так понимаю, что мы сегодня вот в начале очередного большого рывка, если можно так сказать. И вот Евгений Иванович, вот как раз, когда этот рывок того периода начинался, он 7 лет руководил управлением госбезопасности нашей республики, обеспечивал экономическую безопасность. Комитет госбезопасности также занимался вопросами экономической и политической безопасности. По инициативе Евгения Ивановича была создана пограничная служба на Арктическом побережье. Это позволило пресечь деятельность иностранных спецслужб на северных рубежах. И мы поставили вопрос арктическое побережье охранять. Впервые в Советском Союзе за 50 лет была создана государственная граница на арктическом побережье. Мы защитили интересы республики, а республика стала иметь государственную границу. Сейчас Евгений Иванович активно сотрудничает с республиканским землячеством, продолжает свою деятельность. С юбилеем именинника поздравил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. В письме от главы страны звучат слова благодарности за труд на благо Родины. Анастасия Литвиненко, Джур Березкин, Москва. Накануне в местности Арылах Мегино-Кангаласского улуса, где родился и вырос Василий Манчары, зажгли факел эстафеты огня Игорь Манчары. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства региона Сергей Местников, министр по физкультуре и спорту Якутии Иннокентий Григорьев, глава горного улуса Никита Андреев и другие официальные лица. Группу бегунов эстафеты огня возглавили именитые спортсмены Дмитрий Горохов и Афанасий Илларионов. Учитывая пандемийные мероприятия, эстафету сократили, и бегунам предстоит пробежать около 300 километров по маршруту Мегино-Кангаласский улус, город Якутск, горный улус. Факел эстафеты огня прибудет в село Бердигистяк 7 июля во время торжественной церемонии открытия игр и будет зажжен на стадионе Чипчал. Это стало уже доброй традицией. Мы всегда перед началом игр проводим обряд, зажигаем огонь, и огонь по всей республике пробегает, освещая путь спортивной направленности, возвеличивая национальные виды спорта до места назначения игр. Отличие нашей «Спартаке» в 2009 году является то, что мы участвуем в федеральном проекте «Спорт Норматур». И начиная с этих игр, игры Манчары будут в федеральном проекте «Спорт Норма жизни». Центр национальных блюд открыли в Алекминске. Не просто кафе, а современный объект, где жители и гости города могут не только отведать блюда, но и отдохнуть. Подробнее в сюжете наших коллег. Значимым событием стало для жителей Алекминска открытие Центра национальных блюд «Даймонд». Молодой предприниматель постарался. Здание действительно получилось очень красивым, более того, функциональным. Здесь размещаются 10 кухонь. Кроме этого, место для досуга ребятишек – антикафе. Построили современное, технологичное, новое здание, да, связанное с общественным питанием, в котором 11 видов кухонь, в том числе и детско-развлекательные места, и есть отдельное помещение, с современным дизайном, современными технологиями, да, сделали все для населения нашего района и нашего города. Впечатлений много. Современный дизайн, обстановка, отличное место не просто пообедать, но и пообщаться. Плюс бесплатный Wi-Fi. Следи за событиями здесь и сейчас. Первые посетители уже оценили плюсы. Красиво очень. Что особенно тебе понравилось? Ну, не знаю, потолок черный и вот эти лаковые в виде молнии, наверное, не знаю. Очень рада, что у нас хоть появилось, во-первых, такое кафе. Очень можно посидеть, даже вот так с ребенком теперь сходить куда-то. Очень просторное, большое место, уютное. Есть даже антикафе рядом для развлечения, вообще самое то. Я считаю, что очень хорошо. Побольше бы таких мест, если честно бы.
Я самая красивая в Алёкинке, я думала так. Вот впервые сегодня видела. Предприниматели вносят весомый вклад в развитие района и города, отметила глава Алёкминска. Это здание получилось именно таким, как и мечталось. Смотрите, какой проект. Тут бесплатный Wi-Fi, телевизоры. Очень хорошо можно провести время. Я очень благодарна нашим предпринимателям, которые очень большую лепту вносят в развитие нашего города. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.